все хорошее когда-нибудь кончается, но в случае с Казанским фестивалем мы знаем, что только на год. Фестиваль завершен, но в памяти останутся десятки кинокартин, которые близки, если не географически, что уж точно духовно. Здесь я поняла, что у нас с татарстанцами намного больше общего, чем казалось. Много общих слов, много общего в культуре. Даже название города Казань по-татарски «Казан». У нас оно тоже есть. По традиции всех участников фестиваля встречает красная дорожка. Конечно, не все они победят, но каждый из них точно достоин этого. Ведь прежде чем попасть сюда, они прошли огромные жернова отбора, а после еще и авторитетное жюри оценивало все нюансы. Порадовало, что большое внимание авторы уделили гуманизму и человечности. Здесь совсем другой колорит фильмов. Здесь представлена Азия, Африка, здесь представлен Китай. Очень много для нас очень неожиданного кино. Его надо обязательно смотреть. И жалко, что зритель как-то не привык, что ли, его смотреть. Но в этих фильмах как раз и есть эта сердечная мышца. Очень трудно было выбрать фильм победителей, потому что они шли очень близко, но мы старались работать максимально честно. Была широкая дискуссия, но окончательное решение было единогласным. Внутри Казанской ратуши, наверное, настоящий рай для каждого кинолюбителя, где еще в одном месте увидишь столько мировых величин. Среди них много и татарстанских кинотворцов, уже получивших широкое признание. Мы стараемся давать ответы на вопрос, какие ставить цели перед современным татарским кинематографом. Открывая фестиваль, председатель оргкомитета Фасиль Шейхразиев вручил специальный приз Раисы Республики за гуманизм в киноискусстве. Его получили авторы картины «Несчастный жених из Узбекистана». И, конечно, аплодисменты. На церемонию прибыл и специальный гость фестиваля Эмир Кустурица. Он поблагодарил Татарстан за гостеприимство. Не так много городов в мире, где президент, как ваш президент, как мы были у его гостям, он сказал слово как радость. Я желаю, что там, где я живу, чтобы президент говорил, как ваш президент. Здесь же легендарный режиссер вручил приз в номинации «Лучший национальный фильм». Его получила автор картины «Мишка из Казани» Юлия Захарова. Мы искренне поздравляем вас. Казань получила и приз зрительских симпатий. Авторы картины «823-й километр». Для меня Казанский кинофестиваль всегда отличается по-особому, потому что это был один из первых фестивалей в моей жизни, и поэтому это для меня, ну, скажем так, родной фестиваль в родном городе. Поэтому я всегда его люблю, уважаю и ценю его мнение насчет моих и других фильмов наших сограждан. Лучшим актером фестиваля признали греческого артиста Ватгелио Андриаки, лучшим оператором нашего соотечественника Павла Медведева. Лучшими сценаристами стали Бахтиер Каримов и Мухиддин Музафар из Таджикистана. Лучшим режиссером Маян Гламбам Роми Мейтей из Индии, а гран-при получила картина без предварительной договоренности «Иран». Full-length feature film No Prior Appointment, без предварительной договоренности. Директор Беруш Райби. Фестиваль завершается, но сегодня на церемонии закрытия у многих не только радость победы, но и небольшая нотка грусти. Ведь все хорошее когда-нибудь заканчивается, но только не в Казани. Фестиваль не говорит «прощай», фестиваль говорит «до новых встреч». Рамиль Шайдун, Алмаз Единов, ДНВ, Казань.